Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Месяц апрель. Что ждет, что будет, судьбоносные события и самые яркие и важные перемены. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, как интересно! Вокруг вас люди будут собираться. Вы сидите в таком высоком месте, а вокруг вас люди собираются. Вы знаете, почести, уважение, внимание к вашей персоне, его будет очень много. Вот наконец-таки на вас обратили внимание, наконец-таки вам отдают должное. У кого-то отыграется, что вокруг вас будет крутиться ваша семья, у кого-то вот на работе, в делах, в бизнесе. Возможно, люди, которые, да, вам обязаны и должны, но вот вас уважают, к вам тянутся. Вы занимаете самое почетное место. Не только вот сидите, да, на почетном месте, но и в сердцах, в умах людей. Вот как будто бы все любящие проявятся. Вообще месяц такой у вас любовью пропитан. Вот везде знаки любви, везде знаки внимания идут. Дальше, смотрите. Облака начинают расходиться, причем в разные стороны, как будто бы их оттягивают. Да? Облака были тяжелыми, закрывали солнце. Может быть, это было связано как-то с вашей работой, с вашими делами. Да? Когда солнце светит, человек в зените, да, у него все получается, приходят деньги, хорошее здоровье, прекрасное самочувствие, успех у этого человека. Но у вас были облака, и облака закрывали вам лучи солнца. Теперь эти облака расходятся. Ждите улучшения на работе, в делах, как я уже сказала, да, во всех ваших начинаниях. Теперь вы в лучах солнца будете купаться, и это замечательный знак. Дальше, мои хорошие, какое-то одобрение. Одобрение, причем либо вашу кандидатуру одобряют, либо вам на что-то дают добро. Знаете, как слово «да», да, вот вам говорят «да». И знаете, это будет очень приятный и очень неожиданный момент. Момент, который вот реально окрыляет. Вы скажете: «О, неужели, да?» Либо скажете: «Ну надо же, да, как приятно, как приятно». Одобрение идет. Ну, допустим, если вы будете участвовать в каких-то конкурсах, в каких-то соревнованиях, может быть, это даже конкурс на вакантное место. Вот вас одобряют, вам говорят «да». Да, теплый момент. Дальше показан воздушный шар, но он небольшой, но с правой стороны. Это какое-то приятное путешествие, да, вот поедете в путешествие. Даже если это где-то вот локально, близко к вам, но тем не менее развлечетесь, что-то новенькое увидите, интересненькое. Здорово проведете время. Ну и, кстати, по воздушным шарикам еще достижения проходят, да, потому что шарик отрывается от земли и взлетает в небо. Хороший знак. Какой-то смерч еще показывают. Смерч крутит твистер, да, с левой стороны. И я вижу, что какие-то люди в него попадают, вот как закручиваются в этом ветре, в потоке ветра. С левой стороны. Это где-то далеко от вас происходит. Далеко. Вам не грозит. А вот каким-то людям прям очень грозит. Ну, я так понимаю, туда попадут только те, кому надо попасть. То есть, может, люди себе это заработали. Может быть, своим поведением, отношениями, поступками. Может, вообще эти люди — это ваши недоброжелатели и враги. Вот это их закрутит, да, затянет в эту воронку ветра и будет крутить, мутить и очень далеко от вас унесет. Да, да, эти люди перестанут на вас влиять, эти люди перестанут вас раздражать. И эти люди получают именно то, что они заслужили сами для себя. Также, мои хорошие, показаны дороги.
Дороги здесь как и длинные, так и короткие. Причем, знаете, так интересно, короткие дороги у вас, ну вот как денежками посыпаны, денежки, да? На коротких дорожках деньги лежат, а на длинных, наоборот, вы как будто бы деньги тратите. Может, вы в отпуск уедете, может, как родственникам в отпуск, еще куда-то поедете, там вы будете тратиться. А короткие дороги – это дорога от дома на работу, да? Будете зарабатывать, денежки будут. Они у вас прям на дорогах лежат, на коротких дорогах. Кто из дома выходит, кто работает, вы точно заработаете. Кстати, еще у кого-то отыграется, что, возможно, вы будете куда-то ходить и обналичивать деньги, да, либо где-то будете получать деньги. Прям, да, показали. Смотрите, какой костер. Вокруг костра люди греются, а из костра руна Фейху показана. Материальное благополучие, достижение, реализация. Костер, что-то загорится. Но не в смысле вот костер, пожар, а в смысле возможностей. Да? Горит возможность. Не только для вас, но и для других людей. И люди так потихонечку подходят, чтобы у этого костра погреться. А вы уже у него сидите. Скорее всего, вы предвидели, да, что будут возможности, а может быть, вас кто-то предупредил, и вы заняли самое лучшее место у этого костра. В ряду первых вы будете получать и будете наслаждаться этой руной, вернее, всем тем, что эта руна дает. Но это какая-то особая благодать, особая возможность, которую небеса открывают для избранных людей. Не все могут оказаться у этого костра, только лишь избранные, а вы в числе этих избранных и еще и в первых рядах находитесь. Дальше. В доме, в семье вот идет мне, что больше денег, средств, материальных ресурсов. Какой-то вот то ли источник дохода дополнительный, то ли, например, ваш партнер больше будет зарабатывать. Может быть, и вы будете больше зарабатывать. Вот какие-то новые деньги показаны. Новые. Таких денег еще не было, либо такого источника еще не было. Он появляется. Сначала он такой прям, знаете, как такая тоненькая струйка, так медленно вливается, а потом он все сильнее становится, шире, да, вот прям растекается, как начало. Вот очень похоже, что кто-то начнет работать, кто-то выйдет на работу, и денег будет становиться больше и больше. А может быть, это бизнес, да, может, вы свой бизнес дополнительный откроете, что-то дома начнете делать, из дома, например, чем-то торговать, и это ваш дополнительный доход. Ну, неплохо показали. Вы об этом не думаете сейчас, либо вы на это особо не надеетесь. Нет, ну верите, конечно, что что-то будет, но не особо надеетесь, да? Но такая мелкая струйка сначала, потом такой широкий поток. Дальше показано, что и у вас что-то поменяется. Конкретно у вас, в вас даже, вернее, что-то поменяется. Больше уверенности в себе появится. Больше веры, доверия к себе, к своим возможностям, к своим способностям. Вот идет мне, что вы ни на кого внимания не обращаете, вам это не важно. Вы знаете, что вы можете, вы себе верите, и можно даже сказать, что вы сами себе путь прокладываете. Ни от кого не зависите, ни от кого ничего не ждете, и чужое мнение вам совершенно не важно и не интересно. Прям как уверенность в себе, да? Плечи расправили. Нет желания спрятаться, наоборот, желание даже вот как-то, знаете, идти и ни на кого не оглядываться. Хороший знак. Дальше, мои хорошие, у кого треугольные проблемы, назовем их так. Это может быть и любовный треугольник, и семейный треугольник. Вы знаете, недолго осталось этому треугольнику существовать. Где-то к середине месяца произойдет событие, которое из треугольника одну сторону как вынесет, да. Был треугольник, стали две прямые, да, скажем так, либо просто две линии. Третий лишний, он вылетит, как пробка из бутылки, да. Какое-то событие произойдет. Я не могу понять, что, но что-то произойдет такое прям четкое, громкое, как гром среди ясного неба. И вот третья сторона, она вылетает, просто вылетает. Ну и слава Богу. Главное, чтобы вам было хорошо. Дальше. Улыбки показаны.
улыбки в вашу сторону. Вы знаете, так много людей будут вам улыбаться. И это люди не только противоположного пола, но и вашего пола. Опять же, улыбки бывают не только симпатии. Улыбки бывают и одобрения. То есть люди одобряют вас, одобряют то, что вы делаете. Да? Люди к вам тянутся. И тут показано, что люди потянутся. И тут показано. А еще я вижу, что вы за что-то возьметесь. Причем что-то, что вот в процессе принесет вам очень много полезного, как бонусы, какие-то бенефиты. Что-то как будто вы будете изучать, узнавать, прокачиваете свою базу знаний. Может быть, вы это делаете для галочки, да, вам нужен сертификат, либо как документ. Может быть, это лично для вас нужно, важно для вашего будущего, для вашей работы. Вот как идет, как книги читаете, либо изучаете какие-то труды. Вот, читаю, изучаю. Вы знаете, очень много бенефитов и в процессе, и по окончанию. Но я так понимаю, что за 1 месяц вы не успеете закончить, да, там процесс будет продолжаться. Но бенефиты вы будете получать. Дальше. Вот здесь запоздалый результат, с которым вы уже буквально попрощались. То есть должен был быть результат, вы его не получили, вы рукой махнули, отвернулись и ушли. А теперь этот результат вам вдогонку летит. Ой, как же вы сильно удивитесь. И скажете, неужели это правда, неужели это мне, неужели я это все сделала, да, либо этого добилась. Да, запоздалый результат идет. А еще я вижу у вас знакомство с человеком, который в будущем буквально вам родным становится. Не спрашивайте, в каком смысле, но вот показано, что родство какое-то у вас будет. Человек, который поразит вас своим интеллектом, умением держать себя. И еще у этого человека как будто бы вот все козыри, всех колод в карманах и в рукавах. То человек всегда удивляет. Вот казалось бы, все, безвыходная ситуация, все пропало, все сгорело. А этот человек такой, минуточку, раз, и козырь вытащил. Вы всегда будете себя ощущать вот как в аттракционе каком-то. Да? Человек всегда вас будет поражать, удивлять. И в какой-то момент вы скажете, это же маг, это же волшебник. Ой, как же мне повезло, что я с этим человеком познакомилась, либо познакомился. Мужчина, это вас тоже касается. Не в апреле, но со временем я вижу, что между вами линия родства образовалась. Может, что-то у вас будет, а может быть, родственники этого человека, ваши родственники, да, как-то там найдут друг друга. Какое-то родство мне идет, да, родство. Дальше, мои хорошие. Вот женщину мне показывают. У женщины время появится. На что-то у вас появится время. И вы сможете заняться тем, чем всегда хотели, но вот времени у вас не было на это. Появится время. Посвятите себе, спорту, может быть, любимому делу, любимому хобби, да, вот чем-то будете заниматься. Слушайте, вам так будет приятно, может быть, это будет какой-то лишний часик, да, но этого будет более чем достаточно для того, чтобы заниматься любимым делом. Хорошо вам будет, неплохо. И еще, девушки, все девушки, кто смотрит эту отсыпочку, почаще выходите гулять, почаще выходите из дома, ходите в парке, наслаждайтесь природой, погодой, красотой этого мира. Знаете, мне идет, что у вас какая-то такая неожиданная встреча произойдет. Вот прям мир перевернется, в хорошем смысле слова. У кого-то отыграется, что вы нового человека встретите, а у кого-то отыграется, что вы уже знакомого человека встретите. Бывает, в жизни бывает, да, судьба может как свести, так и развести. И, возможно, даже не сама судьба, могут и люди вмешаться, да что угодно может произойти. Люди могут друг друга не понять, да, разойтись, а потом никак не могут друг друга найти и встретиться. Мне идет, что где-то в парке, там, где природа, там, где деревья, цветы, вы либо с кем-то познакомитесь, либо вы кого-то встретите, и встреча будет очень-очень-очень приятной.
Дальше показан ворон. Ворон — это все-таки знак мудрости. И этот ворон вам на плечо садится. Ну, вы мудрый человек, это 100%. Просто вы все держали в себе. Вы редко о себе заявляли, вы редко, не хвастались, а просто, показывали свои знания. А тут так придется, что деваться некуда. И вы скажете, что знаете, что умеете. Может, решите какую-то серьезную глобальную проблему. То есть вас еще и мудрецом назовут. У вас появятся как и почитатели, так и завистники. Но даже завистники будут признавать ваш ум, ваш интеллект и ваш талант. Понимаете, вот я завидую, но я не могу не признать, что человек гениальный. Как-то так не идет. Кстати, еще у кого-то отыграется. Обращайте внимание на поведение ворон. Вороны, они тоже вестники, Они вообще посредники между миром живых и миром мертвых. Обращайте внимание на поведение ворон. Там вороны могут подлетать, вороны могут как-то себя так вести. Вот вы будете понимать. Вы будете понимать, что конкретно значит та или иная ситуация. Но ворон вам бояться не надо. Наоборот, мне идет, что вороны — это ваши вестники. Не всегда же голубям быть вестниками, но и вороны могут быть вестниками. Так, еще. Здесь какая-то стена. Вся, знаете, как в трещинах. Трещинами пошла стена. И какие-то люди бьются в эту стену, пытаются ее снести, разбить. Да, получается, но получается очень медленно. Стена. Эта стена будет разрушена, но не в апреле. Я так понимаю, чуть позже. Может быть, где-то там май, либо начало июня. Знаете, тут еще может отыграться какое-то препятствие, и также может отыграться, что какой-то человек пытается к вам пробиться и развалить эту стену неприязни, либо может, заблокировали вы этого человека, может, еще что-то. Но с правой стороны, все-таки, когда стена рухнет, вам будет хорошо. Уже трещины пошли. У вас могут быть странные ощущения, предчувствия, даже сны могут странные сниться. Смотрите, сны, конечно, странные, но они вещие, они пророческие. Тоже обращайте внимание. Особенно на то, что снится вам с четверга на пятницу. Да, кстати, и месяц очень хороший, чтобы сны загадывать. Умеете загадывать сны? Я вас научу, это очень просто. Обычно, вот моя бабушка всегда говорила, самый верный, проверенный способ — это загадать на хлеб и воду. Вы ложитесь спать, ложитесь рано, раньше, чем обычно, и старайтесь ни о чем не думать. Конечно же, уберите все гаджеты и лишние мысли уберите. Вы можете думать о своем вопросе, но о других вещах не думайте. И сны лучше загадывать в ночь с пятницы на субботу. Вы задаете свой вопрос и говорите, что если будет «да», пусть приснится вода, а если будет «нет», то пусть будет хлеб. И вам обязательно сон приснится. Вот 3 раза проговорили, хотите молитву еще прочитайте. Потом 3 раза проговорили свой вопрос и старайтесь сразу заснуть. Либо думайте о своем вопросе и представляете, Всегда получается. Если лишних мыслей не было в голове, то всегда получается прям 100 из 100. Если не получается, то загадайте на следующую ночь, там, где будет переход с пятницы на субботу. И еще на растущую луну сны более яркие приходят, чем на убывающую. Это тоже имейте в виду. Так, дальше. Вот тут показано, что вы с кем-то объединитесь ради единой цели. Это объединение 2 очень горячих, равноправных людей. То есть вы оба сильные личности, и вам сначала будет нелегко. Потому что коллективная работа, вы одиночки, а коллективная работа требует все-таки и усидчивости, и взаимосогласия. Сначала будет как-то не очень получаться, но со временем вы друг к другу найдете подход, и из вас получится замечательная команда. Прям скажете: ой, как мы раньше друг без друга жили. Тут еще и дружба показана.
верная дружба, хорошая, преданная дружба. Так что с кем-то сойдетесь в каком-то деле, а дальше у вас перерастет в верность и в дружбу. И дальше показываю 2 трилистника с вашей правой стороны. Это каких-то 2 супер удачных события. Удачные события, либо 2 очень удачные ситуации для вас. Одна как-то покрупнее, поважнее, другая менее крупная, но тем не менее тоже важная. Вам будет казаться, что госпожа удача вас на ручки взяла. Как-то легко, быстро, удачно будете с чем-то справляться, либо что-то получать. Ну, либо сами по себе ситуации будут разворачиваться под таким углом, что вот все для вас. Да? Джекпот, стрелка на вас показывает. Дальше, мои хорошие. Вот здесь мужчину и женщину показали. Причем женщина говорит, а мужчина делает. То ли у вас проблемы с этим были, да, в паре, например, в отношениях, то ли, в принципе, вы придете к такой идеальной расстановке, когда женщина придумывает и говорит, а мужчина, он сильный, да, он ловкий, он это выполняет. И у вас, смотрите, гармония в отношениях образуется. Настоящие гармоничные отношения. И мужчине не захочется спорить, и женщине не захочется, чтобы мужчина там сам что-то решал. Ну, просто так в вашей паре, я так понимаю, да, и должно было быть изначально. Да, мужчина сильный, смелый, могучий. А женщина может и придумать, и решить, и взять на себя ответственность. Да, поэтому у вас именно так формируется. Никто не против, все за. И вот эта гармония, она как будто бы спускается на вашу пару и окутывает ваш дом. Кстати, дети, вот если есть дети, либо, может, не дети, может, пожилые родственники, очень будут довольны, будут смотреть и прям радоваться, да, сердечки будут за вас биться. Дальше показывают человека, который носит форму. Это либо форма, либо униформа. Человек какие-то хорошие новости вам принесет. Может, это вообще какой-то курьер посыльный. А может быть, это человек, который носит форму, и от этого человека придут очень хорошие новости. Прям такое, знаете, яркое событие. Вам очень хорошо будет, спокойно будет, как-то, знаете, тепло на душе будет. Хороший знак. Дальше показывают козла, который рога сбросил. Сбросил, не оторвали, не открутили, а именно сбросил. Ну, обычно козлами, козами показывают людей с плохим характером. Те, которые там сами себе на уме, капризные, требовательные, там забодать могут в случае чего. Но человек отказывается от такого поведения, сбрасывает эти рога и очень милым будет, положительным. То есть либо между вами меняются отношения, либо человек сам по себе решает больше не быть противным, а стать нормальным, адекватным. Но это такой приятный момент, вам точно понравится. Дальше показывают про женщину. И женщина... Вы знаете, из-за этой женщины очень много нервов вы потратили. Она такой прям крупный раздражитель, да, вашей нервной системы. И это прям уже тянется какое-то время, тянется. Вы знаете, эта женщина, она допрыгается, вот честно вам говорю. Она, видимо, не только вас раздражает, но и других людей. Либо эта женщина, она какой-то, знаете, проступок совершит, вот, что нет ей прощения, и ей придется отвечать. А после того, как она ответит, для нее лишь только один путь. Путь в забвение, да, куда-то уйти, убежать, спрятаться, залечь на дно и больше никогда не показываться. Не могу вам точнее сказать, кто она вам, но долго-долго она на нервах у вас играла и нервные клеточки ваши портила. Какой-то проступок будет отвечать, а потом в забвение уйдет. И через какое-то время вы вообще о ней не вспомните, да, как с глаз долой и сердца вон. Еще, мои хорошие, показано, что вы чье-то сердце согреете. Может быть, человек холодный, сам по себе холодный. Может быть, человек никому не верит, никому не доверяет. Может быть, этот человек разучился радоваться, да, вот не было повода, там какой-то одиночка человек. Вы согреете сердце этого человека. Человек буквально к вам прикипит. Это может быть и общение, и дружба, и служба.
И по соседству, может быть, человек раскроется для вас. И я вижу, что вы вот как принимаете этого человека в свою жизнь, выделяете этому человеку место в своей жизни. Это хороший знак, очень хороший. Дальше. Вот вас хотят предупредить о том, чтобы вы с чем-то не спешили. Кстати, вот если вы водите автомобиль, не ездите быстро. Даже если вот дорога открыта, если нет там других машин, либо там можно, да, скоростной режим позволяет, все равно лучше быстро не ездить. Тише едешь, дальше будешь. И то же самое в делах, да, не форсируйте события, не старайтесь сделать все вот здесь и сейчас, надо все вот прям сделать, почистить, чтобы было идеально. Нет. Почему? Потому что могут открываться какие-то обстоятельства и облегчать вам путь, либо может, вы вообще скажете: ой, мне это не подходит, я лучше в другом направлении курс возьму. Ну и также на дорогах, да, вроде никого нет, а какие-нибудь представители дорожно-постовой спрятались в кусте, да, в кустах, и уже с этим, как его, радаром, да, мониторят. Не надо, оно того не стоит. Не стоит, понимаете? Тише едешь, дальше будешь. Причем везде и во всем. Так, еще показывают какой-то дождик, после которого радуга будет. Ну, дождь, вода, эмоции, переживания, очищение даже у кого-то может отыграться. Я вижу, что над вами потом радуга встанет. Кстати, не только над вами, но еще над какими-то людьми. Может быть, это ваша семья, а может быть и люди в вашем окружении. Как радуга будет. Радуга, кстати, очень высокая и очень необычная. Так как цветов, что ли, больше. Ну, что есть, то есть. Дождь прольется. Либо, знаете, вот прямая отсылка к тому, что будет какой-то вот сильный дождь, и после этого дождя вот ждите радостных событий. Да? Придут в вашу жизнь очень радостные события. Кстати, не только для вас, но и для других людей. Так, с кем-то за что-то вы сможете рассчитаться. Может быть, у вас долг перед кем-то. Может быть, человек что-то для вас делал, да, и вы себя считаете в долгу. Вы сможете рассчитаться с этим человеком, либо закрыть свой долг. Конечно, нужно будет там немножко постараться, но у вас получится. 100% получится. Дальше 2 звезды. 2 звезды с неба спускаются. Мечты исполняются, желания исполняются. Либо, знаете, вот какие-то достижения еще могут по звездам показать. 2 звезды. Если ваша работа как-то связана с начислением звезд, то сразу 2. Сразу 2 будут. Хороший знак. Счастливый, да, еще и с правой стороны, но ближе к центру, то есть к линии судьбы. То есть это уже было прописано, да? Вам на роду было написано это все. Так, берегите желудок. Прям показали желудочно-кишечный тракт. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, там, гастрит, колит, гастроденит, еще какой-нибудь, да, колит, то, пожалуйста, соблюдайте диету и не злоупотребляйте всякими вредными вкусняшками, потому что могут быть с этим проблемки. И также, мои хорошие, всегда смотрите, что вы кушаете. Свежесть продукта, срок годности. Даже вот знаете, как написано, что еще годный продукт, но там по внешним признакам там и запах какой-то не такой, и выглядит как-то, знаете, неаппетитно, да, лучше не рискуйте. Потому что у кого-то прямо идет, что желудком будете заниматься. Ну, это, будем лечить, да. Лечить свой желудок. Это, кстати, ваша зона ответственности, потому что с правой стороны. Да, лучше поаккуратнее с этим делом. Детки вот кого-то будут очень радовать. То ли дети, то ли внуки. Кстати, дети могут быть как и маленькими, так и взрослыми. Не успели от одной радости отойти, уже другая на пороге. Знаете, как дети пойдут в отрыв. Просто тьфу-тьфу-тьфу, конечно, слава Богу. Но там поменьше тоже рассказывайте, чтобы деток ваших не сглазили. Это очень важно. Знаете, люди разные бывают. Дома собрались, отпраздновали, порадовались, и все.
И все. А на вопрос «как дела?» общая есть фраза, как всегда, да? Ничего особенного. Вот. Посторонним знать не надо. Кто любит хвастаться, делайте над собой усилия. Нельзя хвастаться. Так, еще вижу, что вам будет оказано какое-то особое доверие. Доверие, да? Кто-то вам либо доверится, раскроет свои тайны, либо на работе, например, да, начальник скажет: я только тебе доверяю, да, возьми там вот этот проект, либо сделай эту работу. Это очень сближает. И также я вижу, что вам будет приятно. Приятно, что наконец-таки вам отдают должное, да, что человек заметил, что вы достойны доверия. Да, вот как доверяют вам. Дальше голова коровы показана. С левой стороны какой-то человек в руках вам эту голову несет. А я вам так скажу, это очень ресурсное предложение. Сейчас голова, дальше тело, потом эти копыта, да, так и соберете целую корову. Очень ресурсное предложение. Видите, человек слева идет и вам эту голову несет. А вы не растеряетесь. Вы руки вот так подставляете, говорите: давай, давай эту голову. Нет, не испугайтесь. Может, вы ждали эту голову, может, вы давно хотели, но никто не предлагал. И тут на тебе, апрель вам открывает дверь в возможности. С удовольствием примите, и это начало. Вот так и показано, что это начало. Там еще, видите, рыба глубоко нырнула, только хвост на поверхности торчит. То есть там очень серьезные ресурсы. Конечно, они не придут сразу в апреле, они будут приходить позже, но лиха беда начала. Вот, пожалуйста, руки открыли, говорите: ну, сюда, неси, давай мне эту голову коровы. Возьмете, с удовольствием возьмете. Ну и, мои хорошие, будем подходить к концу. Аиста еще у вас вижу. И этот аист, он как будто бы, вот видите, на крыше стоит. Крыша вашего дома, я так понимаю. Ну, аисты что, деток приносят, да, благие вести о беременности. Может, про себя узнаете, может, узнаете про близких вам людей. Ну и также аист — это птица счастья. Да? Что-то такое случится, и вот счастье постучится в ваш дом в виде новых отношений, любви, либо восстановления любовных отношений, семейных отношений. Также могут быть и всякие подарки, да, радостные события. Может быть, человек для вас желанный объявится, проявится. Хороший знак. С левой стороны точно не ждете, но точно случится. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.